Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Прывітанне, шаноўныя, гэта Еўрарадыё, Ілля Маліноўскі ў студыі. Сённяшні наш госць, вядомы кінасцэнарыст і рэжысёр Андрэй Курэйчык. Прывітанне. Добрый день. Даволі такое незвычайнае віншаванне з Днём беларускага кіно атрымалася ў Андрэя Курэйчыка ў сацыяльных сетках. Дзень беларускага кіно адзначаецца 17 снежня. І вось праз гэтае віншаванне, праз словы Андрэя, мы і заклікалі яго ў студыю, таму што гаворка вядзецца пра здымкі адзінага ў гэтым годзе паўнафарматнага фільма «Беларусь-фільма». «Сляды на вадзе» ён называецца, які першапачаткова планавалася, што будзе здымаць Ягор Канчалоўскі. У выніку здымаў Александр Анісімаў, але Канчалоўскі нейкім чынам атрымаў грошы. І вось Андрэй Курэйчык мае дакументы, уласна апублікаваў іх. И все ж таки, Андрей, для тех, кто не ведает ситуации, может быть, вы рассказываете. Да, вы знаете, что не так давно, 2 года назад, на студию пришел новый директор Игорь Поршнев и решил начать с большого проекта. Студия тогда находилась в кризисе, не сказать, что что-то сильно поменялось, но на тот момент, скажем, была такая идея, значит, пригласить большого российского режиссера, чтобы он спас нас, значит, белорусов и наше белорусское кино. Сценарий для этого взяли «Следы на воде», который принадлежал нашему белорусскому режиссеру Андрею Голубеву. Там вышла очень некрасивая история. Сценарий фактически у него отобрали. Было много публикаций на эту тему, можно почитать. Отобрали ради чего? Вот ради большого российского режиссера. Выбрали Егора Кончаловского. Подписали с ним контракт. Мы тогда, белорусы, не знали условий этого контракта, но нам всем обещали, что приедет Егор и снимет блестящее кино. Затем что-то пошло не так, и Егор не приехал, и никто не приехал. И вместо этого кино доделал режиссер Анисимов. Честно говоря, эта фамилия мне, хотя я очень давно в кинематографе белорусском, не говорит абсолютно ничего. И не знаю я его работ, и вообще, что это за режиссер. Неважно, да. Фильм вышел в 2017 году. Бодро, значит, отрапортовали, что он собрал целых 8% своего бюджета, и это прекрасно, да, мы, братья, и 2% не собрал, тут целых 8%, мы растем, и вот он лег куда-то на полку, и все, и вдруг, значит, вот сейчас я получаю документы, которые говорят о чем. Значит, во-первых, как заключался этот договор? Договор заключили с Егором Кончаловским и с его командой. Вот у меня только часть этой команды показали, но, видимо, были еще люди. Значит, общая сумма контракта на режиссера составила $140 тысяч, из которых $8 тысяч – это обычная зарплата, которую получает любой белорусский режиссер. Остальное – это некий бонус, как они назвали, дополнительное вознаграждение. Всего лишь 130 с чем-то тысяч долларов, из которых 25% выплатили сразу. Сразу ему дали. С ассистентом режиссера заключили договор на 60 тысяч долларов. И тоже 25% отдали сразу. Видимо, с кем-то еще так вот позаключали договора. А потом Егор не приехал. Глядячи по тым, што вось тыя документы, якія маюцца, якія апублікаваныя, там дамовы з ІП, з індывідуальным прадпрымальнікам. Понятно. А гэта хутчэй за ўсё і значыць, што з кожным асобна подписывали дамовы. Понятно. Вот они, эти договора. Значит, потом что-то, вот я говорю, произошло не так, московская группа не приехала. А через какое-то время, значит, Егор, которому студия не предъявила никаких претензий, вот он не приехал, не стал снимать, неважно, все хорошо. Он сказал, так раз все хорошо, давайте мне и остальные деньги по договору. А он написал письмо Лукашенко в очень теплых тонах, дружеских, значит, сказал, что Поршнев его обманул, Поршнев плохой продюсер, в общем, все Поршнев плохо сделал, но я-то сделал все хорошо, планировал, во всяком случае, сделать все хорошо. Ко мне претензии есть? Нету, давайте деньги. После этого выясняется, что к лету-осени студия фактически входит в состояние банкротства. Потому что министр культуры вынужден принимать огромное количество мер по недопущению экономической несостоятельности, проходят совещания, назначаются ответственные, студии в долгах, картотека, не платят людям и так далее.
Ну, приходит, значит, я вот видел документ и опубликовал его, письмо юридического отдела, что, значит, Егор просит выплатить ему еще там, 50 тысяч долларов, ассистентка просит еще 25 ей выплатить тысяч долларов, ну и виза Поршнева, так сказать, выплатить согласно договору в ситуации вот этого банкротства. То есть мы имеем дело с чем? Что люди, которые не снимали это кино, не готовили это кино, и, в общем-то, и в титрах их нет, и нигде их нет, они получили, ну, дай бог, если не треть бюджета этого фильма, просто вот их вывели и все. И то, что получила ассистентка, это столько, сколько собрал весь фильм в прокате белорусском, так сказать, то есть весь доход от белорусского проката мы отдали ассистентке прекрасной, наверное, великому специалисту. Ну, правда, мы не видели, но она же не появилась, но... Вот Егора Кончаловского. Вот такая грустная история в ситуации, когда охают и ахают на тему, как же не хватает денег на белорусский кинематограф, на молодых режиссеров, на сценаристов, на это. Вот они охают и ахают, и вот так вот делают. Ну, па-першае, увогуле хацелася б спытацца, наколькі гэта вялікая сума, 140 тысяч долларов для режиссера. Это большая сумма. Я скажу, что для фильмов с бюджетом около 2 миллионов долларов, это примерно такой бюджет планировался, вероятно, от 1,5 до 2, даже в Москве, потому что я наблюдал это по всем своим картинам, я знаю гонорары моих коллег, режиссеров. Нигде эта сумма не превышала 60 тысяч долларов. Нигде. Даже если это супер знаменитый режиссер, скорее всего, это было бы 80 тысяч и какой-то процент от проката. Вот. Здесь это запредельно. Второе, ассистент режиссера в Беларуси получает на проекте 500-600 долларов за проект. В Москве получает 1200. Ну, если это супер какой-то важный. Ассистент это кто? Это хлопушка, это человек, который подносит кофе, не знаю, такой помощник, секретарь, не знаю, что-то такое. Вот. В Москве он получает 1200 долларов. Ну, суперпрофессионал 1500. Если он выполняет еще 3 функции, ну, 2000 долларов. То есть я понимаю, что остальные 58 тысяч, они этому ассистенту не принадлежат. Они, наверное, кому-то принадлежат, но, может быть, уже не ассистент. И еще в Голливуде на фильмах от бюджетом от 20 миллионов долларов ассистент режиссера получает 2000 долларов в неделю. То есть максимум 8 тысяч в месяц. Здесь... с какого-то нарисовали 60. Я просто напомню, это больше, чем зарплата самого Поршнева, министра культуры, замминистра культуры Дриги и худрука студии Вячеслава Никифорова за год вместе взятых. Вот так получают у нас обычные, так сказать, ассистенты режиссера. В усілякому випадку то, что мы ведаем, то официальные заработки. Да, так это же официальный документ, это же не какая-то серая выплата, это совершенно белый договор. И тем не менш, ну, тут усё складаецца з гэтага боку нібы зразумела, але Канчалоўскі і правда напісаў ліст Александру Лукашенко, мы можам яго пачытаць, зноў жа дзякуючы Андрэю Курэйчыку. І там ён цісне на тое, што акурат Канчалоўскі, яго каманда, яго асістэнт зрабілі ўсё для фильма, падрыхтавалі цалкам старт здымак, и там подманули его. Я не знаю, я не буду влазить в их отношения, почему там в разладе отношения продюсера и режиссера, по-разному бывает, характером не сошлись, что-то не поделили, не знаю, там не те декорации поставили. Это вообще не наше дело. Мы видим факт. Человек не снимал кино, его команда не делала это кино. Делал режиссер, он в титрах написан, в государственной картине, извините, пожалуйста, в картине, которая является государственной собственностью. Написан другой режиссер, другой ассистент режиссера, вся другая команда. Тем не менее, я уверен, что режиссер Анисимов получил, дай бог, если эти несчастные 8 тысяч, да, а человек, который это не делал, получил остальное. И, видимо, так составлены в Беларусь фильме договора прекрасным образом, что они не защищают интерес Беларусь фильма, государственных денег налогоплательщиков, а вот, как бы, ну, извините, так не проблема. З іншага боку, так само можна зразумець людей, які попрацавалі, їх потім прокинули, коли так адбылося, мы же не ведаем. Я всех понимаю.
ради бога, там, у него, к нему претензий нет. Это же проблема Беларусьфильма, что он в какой-то момент не сказал, вот мы с этим режиссером не сходимся в творческом видении, мы останавливаем работу, мы не подписываем акты, да, мы пишем, что мы не сошлись, и разрываем контракт. Они же с ним договор не разорвали. Я вообще не понимаю, как они вступили в съемки с другим режиссером, не разорвав договор с предыдущим. И он абсолютно прав, говорит, со мной договор не разорвали, ко мне претензий не предъявляли, а я в чем виноват? Давайте сюда 100 тысяч баксов. Ну, я их потрачу на что. И все. До речі, я нагадую усім нашим глядачам, што можна пад відэастрымамі, якія вы глядзіце, пакідаць свае каментары, меркаванні на гэтую тэму, можа быць пытанні да Андрэя Курэйчыка. І вось, ну, атрымліваецца, на ваш погляд, выплацілі гэтыя грошы, ну, а відаць, што іх выплацілі, таму што ёсць такі загад, дзякуючы таму, што быў напісаны ліст Лукашенка, ці ўсё ж такі, ну, то бок ён сам умешаўся ў гэтую тэму? Нет, я думаю, что Лукашенко никак не вмешался, я думаю, что там вот документе, который представила юридическая служба Беларусьфильма, четко написано, что Егор Кончаловский просто сказал, вы знаете, мы договор не разорвали, с вашей стороны вы его не исполнили, я буду обращаться в суд, и вы оплатите все судебные издержки еще к тому же. И просто, видимо, директор студии посчитал, что он проиграет этот суд, и решил отдать добровольно. Думаю, без всяких вмешательств. Вопрос в другом, что... Я вот не знаю, в данном случае имеет место как бы вывод денег, да, преступление, или это просто реальная халатность? Потому что, ну, ты берешь режиссера, ты же его выбрал. Он же не сам напросился, это Егор Кончаловский. Ты его вызвонил, так ты ему предложил, ты с ним договорился. Выбирали, да, ты его выбрал. Почему ты не довел этот проект с ним до конца? Это... Ну, твоя проблема, твоя ошибка. Если ты совершил ошибку, почему за эту ошибку должны расплачиваться все налогоплательщики и государство Республики Беларусь? Вот это я не могу понять одно. Если это персональная ошибка, вот ты с этим режиссером, ты выбрал неправильного режиссера, условно говоря, поругался с ним, ну, не знаю, что хочешь. И это твоя проблема, что этот режиссер слетел, ты взял другого, но этому ты должен денег. Это не наша белорусская проблема белорусского государства. Вот это я не понимаю, да, как это будет решаться, потому что, ну, если бы это был частный продюсер, он бы достал из кармана свои деньги и потерял свои деньги. Да, вот частный продюсер нанял режиссера, не сработался с ним, подписал какой-то неудобный для себя контракт, режиссер ему предъявил неустойку, и он оплатил неустойку. Ты свои личные деньги оплатил. Здесь это по 100 тысяч долларов туда-сюда государственных, это, извините. А во-вторых, я говорю, ну, в здравом уме подписывать договор с ассистентом режиссера на 60 тысяч, в здравом уме это невозможно представить себе. Это означает просто расписаться, что или я, ну, вахтеру еще давайте 100 тысяч будем выплачивать, там, не знаю, телефонистке, водителю, или ты, в принципе, как бы вне профессии, или, значит... Вахтер получит свою зарплату, остаток куда-то отнесет. Яшчэ, ну, увогуле бывалі такія выпадкі, калі кіраўнік краіны ўмешваўся ў працэс здымак? Нет, ну, Александр Григорьевич следит за кино, он выделяет деньги, он выделял на «Эти мы братья», да, это было персонально, он выделял на Анастасию Слуцкую, но он же тоже не профессионал в кинопроизводстве, да, и, ну, в принципе, там в курсе, что в этой сфере полно жуликов. Это я точно понимаю, что они понимают, что их обкрадывают. С 8 марта «Мужчины» проект классический кидок государства, да, где 1 200 000 долларов выделил Минкульт, и 500 тысяч Беларусьфильм были выведены из Беларуси, и не вернулось ни копейки. До сих пор ходят они по прокуратурам, госконтролям, объясняют, а как же так. Вот. И никто не виноват. Хотя это просто был вот чистой воды афера, кидок 100%. И фильма нет. То есть фильм есть, но прав на него нет. То есть мало того, что мы заплатили 1 800 000, и прав нет, и ничего нет. И никто никому не должен. Извините, да, все, что вам должен, вам прощаю, было сказано, значит, с московской стороны. Здесь очередная какая-то такая история. Но неужели мы не научимся, наконец?
Ну, вось пра тое, ці навучымся і якія могуць быць наступствы, мы пагаворым у наступнай частцы размовы. Нагадваю, што ў нас у гасцях Андрей Курэйчык, знакаміты беларускі рэжысёр-сцэнарыст. Пагаворым пра агульныя планы на наступны год і таксама падведзем вынікі гэтага ў наступнай частцы. Да сустрэчы. Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Добрый день. При микрофоне Лиза Кучарава. Я запрашаю на короткі інфармацыйны выпуск навін. У вынікі года ў адукацыі перанос пачатку школьных урокаў, ды не вызначаны статус гімназіі. Рэпетытар Александр Луцевич прокомментовал цікавыя моманты ў адукацыі ў сыходзячым годзе. Если в целом смотреть, скажем, год такой своеобразный, это же год нового министра. Самое яркое – это начало школьных уроков, которые перенесли в 8:30 или в 9:00, в зависимости от школы. Абитуриенты, например, уже к 4 часам не успевают приходить заниматься, готовиться к ЦТ, и весь наш центр сместился на полчаса позже. То есть мы уже теперь до 9 вечера вынуждены работать, и я тоже. Много разговоров шло о общенациональном экзамене после 9 класса. Еще очень важный момент – это подготовка отмены экзаменов в 5 классы. Гимназии вроде как название останется, а что там будет с программой? Это вот, наверное, самое такое сейчас проблемное. Распавёў Еўрарадыё рэпетытар Александр Луцевич. Дарэчы, цалкам размову слухайце і глядзіце на еўрарадыё.фм. Беларусьфільм заплаціў Канчалоўскаму каля $120 000 за фильм, які ён не здымаў. Каментуе гэтую справу рэжысёр Андрей Курэйчык. Договор заключили с Егором Кончаловским и с его командой. Общая сумма контракта на режиссера составила $140 000. Потом Егор не приехал. Студия не предъявила никаких претензий. Он сказал, ну, так раз все хорошо, давайте мне и остальные деньги по договору. А он написал письмо Лукашенко. После этого выясняется, что к лету-осени студия фактически входит в состояние банкротства. Пракаментаваў Курэйчык справу вакол беларускага фільма «Сляды на вадзе». Такім чынам, адзіную паўнаметражную стужку, выдадзеную беларускай кінастудыяй у гэтым годзе, здымаў беларускі рэжысёр Александр Анісімаў. Дарэчы, Андрей Курэйчык знаходзіцца і цяпер у нашай студыі Еўрарадыё. Размова з ім працягнецца літаральна праз некалькі секундаў, таму заставайцеся разам з намі. Еўрапейскае радыё для Беларусі. Яшчэ раз вітаем, гэта Еўрарадыё, вядома, сцэнарыст і рэжысёр Андрей Курэйчык у нас у студыі. Працягваем мы размову пра фільм «Сляды на вадзе», які раптоўна высветлілася, здымала адразу два рэжысёры. Адзін той, які у цітрах, а другі той, які зарабіў грошы. Который подороже. Ну, размова вядзецца пра расійскага рэжысёра Егора Кончаловскага, якому вообще должен был снимать Андрей Голубев. Вот самое удивительное, да? И в итоге три режиссера. Ну, і ўсё ж такі, як такой вынік, чаго чакаць нам у гэтай справе? Да, я очень надеюсь, что будет серьезный разбор полетов, что гонорары будут проходить экспертизу и хотя бы озвучиваться, для того, чтобы мы понимали, на каком уровне вообще мы живем. Я снимаю картины, которые вообще, вот весь фильм, там, я не знаю, «Партизан» фильм, он стоил меньше $50 000, то есть меньше, чем гонорар ассистента Кончаловского. И я знаю, что современное белорусское кино не может стоить дороже 100-120 тысяч. Я это говорил и говорил там во всех. Я считаю, что мы не та сторона, которая может себе позволить блокбастеры. И все блокбастеры наши проваливались в прокате, имели минусовой гигантский убыток и все остальное. Мы страна, которая должна перейти на европейский взгляд на кино, когда не размер бюджета определяет, а качество, тема, художественное воплощение, победы на фестивалях, да, там какой-то художественный взгляд. Вот это должно быть самым важным. К сожалению, у нас чиновники от кино думают по-другому. Ну і ўсё ж таки будзе нейкая разборка, на вашу думку, у сэнсе ад міністэрства? Я считаю, что эти выплаты должен осуществить из своего кармана тот, кто
тот, кто их и подписал. Вот мое мнение. Вот это не должно лечь на государство, на государственные плечи, на плечи налогоплательщиков. Если хочет господин Поршнев Кончаловского и эту даму в таких суммах, я думаю, что он вполне может это сделать за свой счет. А государство должно платить лучше своим специалистам. Люди на Беларусьфильме получают по 400 рублей зарплаты, то есть по $200, по 250. Не видят ее иногда месяцами. Для выплаты зарплаты берутся кредиты, чтобы выплачивались зарплаты. И в этих условиях вот такая расточительность, это, мягко говоря, не плюс для директора. Я перакананы, што такое пытанне ўзнікне у хаця б у двух наших там гледачоў-слухачоў, а навошта вам вось гэта все? Смотрите, вся проблема в чем? Вот мы, там, независимые кинематографисты, из года в год находим каким-то чудом деньги и снимаем кино. Да, их там 5-7 режиссеров, Андрей Кудиненко, там Влада Синькова, я, Лаврецкий, Виктор Красовский, да, вот это просто вылетело из головы, которая «Листопад» сейчас выиграла девушка, да, и многие другие. Мы не просим у государства, мы находим, мучаемся, но платим людям достойно. И та единственная студия, которая вообще должна заниматься всеми нами, белорусским кинематографом, страдает какой-то фигней. И, конечно, это вызывает возмущение, потому что, когда ты видишь эти цифры, эти проплаты, ты понимаешь, что у людей просто, свинтило крышу. Ну і вось такім чынам я прапаную перайсці да, можа быць, падвядзення нейкіх вынікаў гэтага года кінематаграфічнага ў Беларусі, калі гэта ўвогуле магчыма зрабіць, але для пачатку хочу нагадаць усім, хто нас глядзіць, што можна задаваць свае пытанні пад стрымамі і ці меркаванні выказваць, гэта будзе агучана. Смотрите, да, для меня самый главный дискурс этого года – это новый указ о кинематографии, который вот мы обсуждали, и все сообщество обсуждало, который якобы называется «Указ по стимулированию белорусского кинематографа», а в том виде, в котором есть, это указ по стагнации, там, или, как сказать, да, по введению в кризис белорусского кинематографа. Значит, и все сообщество давно говорит: ребята, посмотрите на опыт соседних стран. Нигде, ни в одной стране не сохранился государственная студия в таком виде, в котором есть у нас. Либо это, как в Литве, в Грузии, в Латвии, в Эстонии, приватизированная частная студия, небольшая, у которой нет 20 гектаров, нет этих гигантских домин и так далее, но которая занимается только кино. Берет и делает кино, собирает, ей дают гранты государства, оно делает кино. Либо это как Мосфильм, который сам фильмы не снимает, но оказывает услуги всем частным кинокомпаниям, которые есть в России. Других вариантов нет. Одновременно... По сути, Беларусьфильм оказывает услуги для российских кинокомпаний. Нет, оказывают частники. Они берут у Беларусьфильма, но реально все деньги проводят через частников. Дело даже не в этом, а в том, что вы не можете делать одновременно, не может продюсер одновременно плитку думать, какая в туалете должна лежать, да, и какие унитазы стоять, и какой сценарий выбрать. Не получается. Ты либо специалист в плитке, либо специалист в сценариях. Вот эта попытка выполнять две функции, она всегда плохо заканчивается. В итоге и здания разрушены, и ужасно, да, и каждый раз их ремонтируют, и еще будут ремонтировать. И фильмов нету, и кино нет, да, потому что деньги, которые приходят на Беларусьфильм, они, вот приходит, не знаю, бюджет на фильм, на «Следы на воде», на те же, а из него отрезается и пускается на унитазы. А потом списывают и пишут как-то, да, и происходит этот шахер-махер весь. Невозможно. Вторая вещь, о которой мы говорили. Если вы не начнете создавать класс частных продюсеров нормальных, ничего не будет, потому что продюсер – это человек ответственный, он за свое кино отвечает, он его ведет от начала до конца, и имеет риски, связанные с ним, а значит, борется за него, он по-другому относится. Профессиональные продюсеры – это те люди, которые делают кино во всем мире. Только у нас делают чиновники, вот почему-то. Вот у нас чиновники делают кино, а в всем мире продюсеры. Не получится. Это должно быть в указе. Вы должны стимулировать этих людей заниматься кинематографом. Третье. Поддержать молодежь, да, потому что у нас так получилась поколенческая дыра. У нас нету класса, вот как в России, молодых режиссеров, которые бы уже на всяких фестивалях и так далее набрали имя и могли там, как Звягинцев, Попогребский,
Вырыпаев, да, Сигарев и так далее, уже иметь вес в киносообществе. Надо им помочь всем, молодым этим помочь. В-третьих, снизьте бюджеты. Лучше снимите 5 фильмов за $100 000, чем 1 за 500. Потому что 1 за 500 ляжет на полку и не заработает ровно так же, как если бы его за 1 000 000 сняли, за 2 и за 3. А если 5 фильмов, есть шанс, что среди них 2 будет настолько сильных, что они пойдут на международных рынках, на фестивалях, представят страну. Вот как бы простые предложения. Услышат нас, не услышат. Ну, то бок, вось я яшчэ хацеў спытацца пра Ігора Поршнева, это дырэктар, генеральны дырэктар Беларусьфільма. Ён прыйшоў летам 2015 года. І вось на вашу думку, што ён паспеў зрабіць? Можа быць, за гэты год што ён зрабіў? «Следы на воде». Вот он снял «Следы на воде». Вот он снял еще одну картину, которая называется «Держись за облака». Она стоила, если не ошибаюсь, $1 400 000, и этой картины никто не видел, и не знает, где она и что она. Вот он снял сериал «Автошкола», который стоил тоже $1 200 000, да, тоже никто не видел и не слышал, что это такое. То есть это, но при этом вот что-то, какая-то стройка идет. Я фильмов не вижу. Вот я, понимаете, вот при Заметалине, которого я очень не люблю, потому что он идеологически такой, как бы для меня неприятный человек, тем не менее, Кудиненко, Колбышев покойный, «Волки», да, Кудиненко «Массакра», Кананович, «Дастиш Фантастиш», молодежь, другая атмосфера на студии, реально ощущение, что люди там делают кино. Нравится, ну вот я вижу эти фильмы, реально молодых белорусских режиссеров. Здесь я не вижу. Сняли ужаснейшие, очень слабый «Альманах» и все. Что? Нет, подождите, ну что за 15-й год? Треба же было год. познакомиться с кухней. Все ведь видно по тому, как ты начинаешь. Вот как ты выбираешь. Все началось со скандала с этим Голубевым, потом со скандала вот сейчас с Кончаловским. Ну, не знаю. Пока я не вижу того результата, который могу комментировать, в принципе. До речі, Кончаловський обвинувачує Поршнева яшчэ там у некалькіх рэчах, як тое там дэкарацыі нейкія я не хочу былі, вообще влазить там... в их дрязги, потому что понятно, что как бы... Ну, а Поршнев скажет, а он человек плохой, да, ну, я до чего веду. И так далее. Я да. не знаю, мне это даже не интересно. Лист з гэтымі абвінавачваннямі нібы трапіў на стол Лукашенко, нібы выплацілі грошы, значыцца, нейкая рэакцыя была. Нет, это письмо... Ці будзе Поршнеў далей? Вось до чего я веду. Я не знаю. Письмо это появилось еще в конце 2016 года, а выплата, вот, видимо, произошла в октябре 2017, то есть год спустя. Но даже дело не в этом, а в том, что и Поршнева сменят, конечно. И потому что сменили вот сейчас Светлова, убрали эту страшную женщину, которая нам испортила прокат «Партизан» фильма. Помните, была такая, да, там, как она звалась. Вот. Год даже не досидела, потому что, ну, просто это монстр какой-то сидел и уничтожал белорусский кинематограф. Меняют. Но просто у нас, видите, как-то меняют шило на мыло почему-то. И вот хочется, чтобы директором студии стал человек, который будет иметь вот внятную концепцию. Например, я делаю белорусское искусство. Все, я не занимаюсь коммерцией, не делаю сериалы для РТР, да, для России. Этим частники будут заниматься. У меня задача такая: государственные деньги тратить на пропаганду белорусского искусства. Я снимаю про Купалу, я снимаю про Радивилов, я, не знаю, Короткевича романы, делаю новую экранизацию. Я даю молодым снимать про то, что они хотят. Я занимаюсь как музей, занимаюсь искусством. Вот это я понимаю. Или давайте все приватизируем, все распродадим, и пусть будет частная студия и делает, что хочет, потому что она частная, да, и зарабатывает кучу бабок на кинорынке. Тоже концепция. Делать все одновременно не получится. Не получается. У вас есть человек, який б мог этим заняться? Куча продюсеров есть, прекрасных продюсеров с огромным опытом. Ну, например. Ну, я не знаю, там, Францкевич, Янковский, Левенчук, Дмитроченко. Я вот, ну, сейчас называю просто навскидку продюсеров, которые реально своим мощью и опытом могли бы это все делать, да. Там... кто там еще, Шпригов, Глеб и так далее. То есть куча есть реальных продюсеров, которые могут разработать и внятно внести, утвердить какую-то концепцию. Проблема Поршнева, что он не знает, что он хочет. Ну, не знает. Нельзя одновременно снимать «Следы на воде», «Автошколу» и «Держись за облака». Это фильмы из 3 разных вселенных.
да, хочешь заниматься, вот бери лозницу, занимайся искусством с лозницей, да, делай очередное в тумане, не знаю, какое-то новое, да, там, кроткую, что-то еще. Хочешь заниматься чистой коммерцией, занимайся чистой коммерцией вообще, но тогда не проси денег у государства. Третий вариант. Хочешь, делай сервис. Просто занимайся сервисом. Приглашай всех молодых режиссеров, говори, вот наши мощности, за 3 копейки берите, снимайте, вот камера тебе, вот тебе свет, вот тебе люди, работайте. Який ваш прогноз на наступный год по белорусским кино? Я думаю, что будут хорошие фильмы молодых режиссеров, как всегда, независимые. Мы будем снимать независимое кино, несмотря ни на что, и я вижу настрой людей. Я думаю, что сменится руководство Беларусьфильма. И я думаю, что неизбежно придет к реформе Беларусьфильма самого, как структуры. Я очень надеюсь, что, как я и просил государство и продолжаю просить, появится телевизионный канал «Белорусское кино». А некие рухи у гэты бок есть? Есть люди готовые, да, это все поддержать, но это невозможно без решения государства, потому что у нас и частоты, и как бы внедрение в операторов, и права на контент принадлежат государству. Ну і, натуральна, мне хотелось бы, каб вы подвялі свае вынікі. Мы выпустили «Партизан-фильм», я считаю, что... Ці задоволены вы увогуле своим 17-м годом? Да, я доволен. Я в начале года выпустил свое кино, завершаю, опять же, год своим кино. 28 декабря выходит во всех кинотеатрах российский фильм «Движение вверх», студия Никиты Михалкова, 3Т, Антон Миградичев режиссер, я соавтор сценария там, и Машков Владимир в главной роли. О Олимпиаде 1972 года, знаменитый бросок Белова за 3 секунды, единственная победа СССР в баскетболе над американцами на Олимпийских играх. И получился блестящий фильм, гораздо лучше «Легенды 17», он будет абсолютным рекордсменом, я думаю, по сборам, и была очень интересная работа. Вот я завершаю год вот такой спортивной как бы драмой, но начинал белорусским кино. Мы начали проект, который хотим закончить весной, «Ограбление по-белорусски», с молодым режиссером Ильей Финевичем Сакура. И тоже отсняли, сейчас монтируется, и весной выйдет наш потрясающий, мне кажется, белорусский хоррор «Упыри». Так что мы работали гораздо больше. И вообще за вот эти годы мы выпустили больше картин, чем выпустил Беларусьфильм прокат. Вот. Так что мы собой гордимся. Мы молодцы и призываем всех, кто любит белорусское кино, его поддерживать. А в 18-м году какие будут сниматься фильмы? Есть уже некие? Да, так вот я говорю, выйдет «Упыри», доснимется, я думаю, «Ограбление по-белорусски» из нашего пакета, вот то, чем мы занимаемся. И мы очень хотим снять серьезную драму, которую тоже я планировал, нет на нее денег, буду искать, где-то летом, осенью ту серьезную драму, которую я очень хотел снять. Вот. Так что да, планируется, и все зависит просто, да, от обстановки в стране. Ну, напэўна, дадаць апроч пажаданняў, каб усё атрымалася, няма чаго. Дзякуй за размову. Нагадваю, што з намі ў студыі быў Андрей Курэйчык, сцэнарыст, рэжысёр. Пачыналі мы размаўляць з стужкі «Сляды на вадзе», якая мела, як мы высветлілі, 3 рэжысёраў. Одного дорогого, одного реального. Да, и одного, у которого отобрали сценарий, да. Ну, а скончили вось такими выниками, кинематографичными выниками для Беларуси, верагодными планами. Дякую яшчэ раз за размову. Спасибо. До побачення. Уключися ў час. Еўрарадыё.